В 20 веке получила развитие новая наука – популяционная генетика. Она основана на том, что ДНК, передаваемые от родителей потомству, подвержены естественным мутациям. Эти мутации ученые классифицировали и разбили по группам, называемым гаплогруппами. Обнаружилось, что гаплогруппы хорошо коррелируют и дополняют расово-антропологические признаки. При этом оказалось, что мужская Y-хромосома передается исключительно по мужской линии, а митохондриальная ДНК исключительно по женской. Таким образом, отслеживая по ископаемым образцам Y-хромосомы и митохондриальной ДНК и сравнивая их с образцами живущих в настоящее время людей, можно определить пути миграции каждой человеческой популяции. Для нас особый интерес представляет гаплогруппа R1A, названная арийской, и гаплогруппа R1B, условно называемая западноевропейской, которые вместе с самой старой европейской гаплогруппой I сыграли исключительную роль в развитии человеческой цивилизации. Гаплогруппа R1A сегодня наиболее часто встречается в Восточной Европе, включая Россию, на Алтае и на территории Индии. У русских доля R1A составляет 48%, у поляков и шорцев 56%. У украинцев, алтайцев и пенджабцев 54%, у таджиков 53%, у белорусов 51%, у чехов 34%. Наибольшая доля R1A в процентах от общей численности этноса наблюдается среди киргизов – 63%. К древним народам с доминирующей гаплогруппой R1A в Европе относятся этруски, пелазги, русы, фризы, вандалы, венеты, анты, поляне, палабы, поляки, сербы. В Азии она преобладает у киммерийцев, скифов, сарматов, хазар, персов, индов, таджиков, киргизов, узбеков, усуни, динлинов и саков.